можно ли налоговым органам в связи с тем, вот как они это производят сейчас именно в данном процессе по Козлову, то есть определять налогооблагаемый доход на основании его расходов. Ну, достаточно норма известная, в последнее время налоговики ее пропагандируют. Тем не менее, у нас появилось сомнение, что данную норму можно применять полностью ко всем гражданам Казахстана. Дело в том, что налоговый кодекс очень четко ограничивает, что данная норма может быть применена лишь к тем, кто показывает свой доход в декларации. То есть тот, кто декларирует свой доход. Однако на сегодняшний день в Казахстане отсутствует всеобщее декларирование. Поскольку у нас большинство граждан, ну подавляющее большинство граждан, не обязано сдавать никакие декларации о своих доходах, нет у нас всеобщего декларирования, то по отношению к таким гражданам вообще такая норма применяться не может. Каким образом налогоплательщик может доказать свои доходы и свои наличие денежных средств, на которые он приобрел там, то или иное имущество. То есть налоговый орган исходит из презумпции, что если какой-либо налогоплательщик произвел какие-либо расходы, и при этом он не в состоянии доказать какими-то письменными, надлежащими, там, я не знаю, на 100% да, подтверждающими доказательствами, что эти суммы каким-то образом он там заработал, получил доходы, то однозначно вот презумпция налогового органа, что этот человек жулик, что он скрыл доходы и он подлежит ответственности. Так вот, эта презумпция, это предположение и это заведомое обвинение любого налогоплательщика, она не основана совершенно на законе. Нет такой нормы в налоговом кодексе. То есть нет у граждан обязанности вести учет всех своих доходов, которые не подлежат налогообложению. Если гражданин даже что-то заработал, да, каким-то образом, то, опять же, все, что свыше 5 лет, вот налоговый кодекс и прошлый, и сегодняшний, они определяют срок давности 5 лет. То есть 5 лет должны налогоплательщики хранить там, какие-то документы, если они связаны с налогообложением. Да? Потому что это создает такой серьезный прецедент, на самом деле, для любого другого гражданина, уважаемый суд. Не только по отношению к Владимиру Ивановичу, к любому гражданину. Тогда можно задать вопрос любому человеку, и если он не сохранил документы, а он не обязан сохранять документы вообще, он не обязан даже был вести никакой учет вот этих вот, я не знаю, подаренных средств, там еще чего-то такого. Да? Нет такой обязанности у человека, согласно налоговому законодательству. И тогда, получается, любого можно привлечь к ответственности. Вы представляете, какой-то страшный просто прецедент. То есть тогда, я не знаю, полстраны надо будет привлекать к ответственности, да начислять им сумасшедшую сумму, а если там свыше 500 МРП, уже и уголовную ответственность привлекать. Такого, на наш взгляд, такого допускать нельзя. Поэтому мы просим решение это отменить и вынести новое решение об удовлетворении нашего заявления. То есть об отмене того уведомления о доначислении налогов, которое было совершено налоговыми органами. Я не просто физическое лицо, я руководитель общественного объединения, которое сейчас находится в процессе регистрации. Не наша вина, нам не дают ни отказа, ни регистрации, мы ждем. Неожиданно только то, интерес налоговых органов ко мне, как физическому лицу, я повторяюсь, потому что понятие, что спор идет между налоговым органом и предпринимателем Владимиром Козловым, навязано нам налоговым органам. При обвинении в неуплате налогов мой объект, который я являюсь предпринимателем, ни одного нарекания не вызвал. Все остальные объекты никак не относятся к моей предпринимательской деятельности. И спор между предпринимателем и налоговым, эта формулировка навязана неправильно. Не знаю с какими целями, но неправильно навязана налоговым органам. Нет, что должен был делать именно по этим конкретным квартирам, именно вот как Козлов Владимир Иванович? Обязанности действительно декларирования, Ваша честь, нет. Но в данном случае есть обязанность уплаты налогов с доходов в данном случае. Претензия в том, что есть у истца расходы на приобретение квартиры, но при этом он не может подтвердить данный доход. Если человек произвел расходы, в данном случае не соответствующие доходам, они облагаются налогом. Если вы говорите, что физическое лицо обязано платить налоги с доходов, правильно? Значит, вы тем самым подразумеваете, что физическое лицо получило доход и с него не уплатило налоги. А раз получило доход, значит, обязано его декларировать.
Это обязанность налогоплательщика доказать, откуда этот доход и уплачивался ли с него налог или нет. Теперь, если бы я бы взял деньги у своих родителей, которым по 90 лет, они бы должны перед вами были отчитываться, где они их взяли. Если бы мне деньги дали мои родители, которые собрали у всей родни, как бы вы устанавливали тогда? Правильно бы я сказал, что вот я взял у своих родителей, да, они 50-60 лет у них трудового стажа, у моего дяди еще 80 лет трудового стажа. Как бы я доказывал происхождение своего займа? В данном случае обязанность по доказыванию это ваша же сторона. То есть тогда получается любой гражданин, который сошлется на то, что ему даст деньги человек, у которого там 50-60 лет трудового стажа, который не вел учета своих, он тогда перед вами должен оплатить налоги по всем затратам, которые... Нет, тогда приведем другой пример, если вы по такому вопросу. В данном случае получается, я вам отвечаю, то, что любое физическое лицо сейчас будет приобретать за миллионы особняки, да, при этом таких таких и много, и проверять будем. Проверять будем, не переживайте. В данном случае, у этого, если он будет говорить постоянно, вот мне этот однокурсник занял, мне сосед занял, то есть мне у вас еще... презумпция виновности. Приходят налоговые органы, говорят, мы хотим твою вот эту деятельность индивидуальную проверить. Я говорю, хорошо, вопросов нет, проверяйте. И они мне приносят свои, так сказать, вопросы до того момента, когда я взял этот патент. А если бы я взял патент на семечками торговать? То есть вы бы тоже спросили у меня, как я прожил до этого патента всю свою жизнь? То есть я пошел честным образом, взял патент и получить или налоговую проверку с вопросами, а что я делал остальные 50 лет своей жизни? Патент когда получил? Патент я получил в 2007 году. 2007. Да. А вопросы задаются и по 5 году, и по 6 году. Почему вы задаете мне вопрос относительно того, чем я занимался до момента взятия патента, если вы проверяете меня как индивидуального предпринимателя? Пожалуйста, все-таки налоговый орган четко подтвердил, что у них претензии ко всем абсолютно физическим лицам, которые не сдают никакие декларации, которые делают какие-то расходы. И вот все, кто делает какие-то расходы, обязан доказать свои доходы. И если он не докажет каким-то образом устраивающим налоговый орган, то такой налогоплательщик становится нарушителем, вернее, является нарушителем по своему факту расходов. Вот, на наш взгляд, это крайне ошибочная позиция, и она может привести к крайне плачевным результатам. Но если сейчас налоговый орган начнет вот таким вот образом предъявлять претензии ко всем гражданам, у каждого второго появятся какие-то расходы, крупные или мелкие, да я не знаю, можно там, не знаю, какую-нибудь свадьбу провести большую, да, и потратив на это там 10 тысяч долларов, да, при этом человек зарабатывает всего там 50 тысяч тенге в месяц, да, и у него не будет доказательств, понимаете? У него только доказательства на 50 тысяч тенге в месяц. И где он взял 10 тысяч долларов у разных там родственников занимал, да, опять же, нету доказательств. И сейчас ему можно спокойно предъявлять по логике налоговых органов, понимаете? Очень страшный прецедент. И он развязывает руки налоговым органам, когда они сейчас могут вообще всех налогоплательщиков, то есть всех жителей Казахстана, просто вот, нагнуть на огромные суммы и пересажать половину. Пожалуйста, заключение прокурора. Прошу решение поставить письменное жалобу результата. Суд остается совещание. Постановление апелляционной судебной коллегии результативной части 2 февраля 2011 года города Алматы. Алматинский городской суд составит председательствующего судьи Мухатова с участием прокурора Молдаханова, заявителя, индивидуального предпринимателя Козлова Владимира Ивановича и его представителя Уткина, представителя ответчика Беспаева, рассмотрел в открытом судебном заседании Алматинского городского суда гражданское дело по заявлению индивидуального предпринимателя Козлова Владимира Ивановича Государственного учреждения налогового департамента по городу Алматы об отмене уведомления номер 169 от 28 июня 2010 года, поступившее по апелляционной жалобе заявителя на решение специализированного межрайонного экономического суда города Алматы от 2 декабря 2010 года, руководствуясь по пунктам 1 статьи 358, статьями 359-360 Гражданского процессуального кодекса постановил решение специализированного межрайонного экономического суда города Алматы от 2 декабря 2010 года по данному делу оставить без изменения апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Козлова без удовлетворения.